связанной теме о двух проблемах – дорогах и тротуарах. Ну, мы все знаем, что 8 объектов, 16 километров в следующем году будет сделано. А вот насчет проблемной улицы такой вот, 50 лет советской армии. В сентябре же должно было ПСД сделано, ноябрь, декабрь, там экспертиза. Вот все-таки работа начнется, она в 25-26 году пройдет. И по тротуарам известно, когда ведутся какие-то работы, там, МКД ремонтирует и прочее, там, мусор кидается, остается, цемент затвердевает, его не убирают, как правило. Портят плитку и прочее. Ну, по проспекту Ленина тоже эта дорогостоящая плитка валяется просто так. Ее не убирают. Культуру как-то можно поднять, чтобы и горожанам тоже удобно ходить. Спасибо. 50 лет советской армии – это одна из самых острейших проблем в улично-дорожной сети города Якутска осталась. Мы ставим эту задачу приоритетной, поскольку, если посмотреть район ГРЭСа, вот за последние 2 года мы практически все основные магистрали привели в порядок. Бабушкин, Жирновского, Курнатовского, они обеспечили очень хорошую связанность территорий на ГРЭСе. Задача номер 1 – это отремонтировать от Калевицы до Бабушкина улицу 50 лет советской армии. Она будет, вот эта часть, она сейчас будет реализовываться с 2025 года. Она будет делаться в течение 2 лет. Тоже мега сложный проект по инженерным сетям. Вся 50 лет советской армии под землей практически пронизана сетями водоканалов, газовиков, и нам необходимо будет делать переукладку всех этих сетей, чтобы потом не возвращаться к этому вопросу. Поэтому будем делать 2 года. 50 лет советской армии будет расширяться до 4 полос, и у нас от Калевицы до Бабушкина будет 4-полосная дорога. Планируем всю эту работу закончить к концу 2026 года. По тротуарам и по культуре труда в целом. Я с вами полностью согласен, что ряд подрядчиков злоупотребляют своим правом и не соблюдают требования правил благоустройства при проведении работ и нарушают все возможные нормы приличия там, в виде того, что мусор куда-то кинут, не соберут. Но здесь единственное, что нам помогает, да, это штрафные санкции. Мы сейчас усилили работу нашей административной комиссии и в этом году создали группу инспекций по административному законодательству, направленную в первую очередь на контроль работы ресурсоснабжающих организаций и подрядчиков, которые работают на благоустройствах и на строительстве внутри города. Они проверяют каждый строительный объект, который имеет выезд на твердое покрытие, на асфальт, на наличие пункта мытья колес, на то, что техника, которая выезжает, не имеет на своих шинах песок, цемент и так дальше. То же самое касается подрядчиков. Например, большой резонанс и внутреннее мое негодование вызвал подрядчик, горе-подрядчик, который работал на улице Ильинской. Мы, значит, провели там большую работу. Летом проводили колоссальный труд по озеленению. Потом человек пришел и просто своими неверными движениями испортил часть этой большой работы. Все они наказаны рублем. Мы заставили его заключить договор на восстановление у того же подрядчика, кто там работал, «Зеленый рай», и люди будут восстанавливать в полном объеме. Мы непременно будем работать над поднятием культуры труда всех, кто работает на благоустройстве города Якутска. Это факт. Мы надеемся, что с каждым годом будут стремиться подрядчики понимать это и относиться к этому с максимальным пониманием. Николаевич, у меня вот тоже вопрос вдогонку. Вы сказали, что планируете запускать программу по поощрению водителей. Хотелось бы узнать, есть ли понимание вообще, когда она будет запущена и предусмотрено ли финансирование, и в целом, сколько сейчас составляет зарплата водителя. И еще второй вопрос. Какова позиция мэрии по автобусу 109? Все-таки этот вопрос касается не только жителей Житая, но и людей, которые живут в пригороде, то есть там Сатау, далее, дачи и так далее. Спасибо. У нас сегодня житайский автобус, житайский маршрут, законом установлено, что это межмуниципальный маршрут. Сегодня де юре ситуация выглядит следующим образом. По решению суда, на котором настояла прокуратура города Якутска, нам запрещено субсидировать этот маршрут из городского бюджета, хотя он всю жизнь субсидировался за счет города Якутска. Поэтому с 2025 года этот маршрут будет обслуживаться как межмуниципальный маршрут, например, как Якутск-Покровск или Якутск-Бердянск.
Соответственно, денежные средства на его субсидирование должны быть предусмотрены по линии Министерства транспорта. Автобусы, по сути дела, будут те же ходить. ЕПАК готов и будет это делать. Просто мы не сможем это субсидировать из городского бюджета. Это раз. Для жителей Саталы и других районов города, которые попадали под пересадку этого, ничего не поменяется с точки зрения остановок, которые по городу будут, они будут сохранены. Для жителей Саталы напомню, что мы запустили вообще отдельный маршрут, сейчас 106-й маршрут ездит и обслуживает только Сатал. Есть такой маршрут по обеспечению жителей Сатала, связанный с центральной частью города. По работе самого 109-го маршрута мы сегодня понимаем, что 53% всех пассажиров это жадайцы. Как вы сказали правильно, 47% это люди, которые проживают на территории зажатой, внутри городского округа. Поэтому этот вопрос очень жизненно важный, мы ни в коем случае не имеем права там остановить это движение. Сегодня заработаем в связке с Министерством транспорта, в целом с правительством, с депутатами УТМН, чтобы в полном объеме средства по возмещению были предусмотрены. Мы, к сожалению, по позиции надзорных органов и контрольно-счетной палаты ни рубля на субсидирование не заложили в городском бюджете. Рейсы сокращаться не будет? Не будет. Конечно, как мы сократим, люди куда денутся? По зарплате. Сегодня, на данный момент, с учетом по факту, как получается, у нас по ЕПАКу, в зависимости от выработки, около 120 тысяч рублей. Вот в районе вот этого получается у водителя. По линии частников там все зависит от маршрута. Если это чей-то свой автобус, здесь объясню очень просто. Все зависит от того, как часто у тебя автобус ломается, как часто ты можешь без лишних расходов выполнять свою работу, так и заработок выходит. Но я так понимаю, статистически не меньше 150 и около того получается у участников. Но в ЕПАКе мы берем условия труда полным соцпакетом, новые автобусы на автоматической коробке передач, мойка, ремонтная отдельная мастерская, все меры, которые предусмотрены по социальному страхованию для сотрудников ЕПАК. Мы будем в 2025 году также проводить сверхиндексацию заработной платы для водителей ЕПАКи. По программе поддержки, у нас предусмотрены средства, но я говорю, сейчас основной упор мы сделаем на вопрос запуска карты «Тройка», так назовем, по Якутску. Она, безусловно, потребует субсидирования за счет дополнительного. И этот вопрос мы сейчас просчитываем. Напомню, что по решению президента страны сегодня многодетные дети из многодетных семей все ездят, в том числе тоже бесплатно. Сейчас эту задачу город Якутск тоже выполняет. Спасибо. Тогда газета «Якутия.ру». Как идет в Якутске работа, борьба с случаями вандализма, особенно в теплых остановках? Это связано тоже с тематикой автобусов. И какая работа, наверное, это тоже связано с теплыми остановками, потому что, насколько верно понимается, есть информация, что особенно в пригородных поселках, видимо, где нет должной инфраструктуры, например, или какие-то объекты культуры, дополнительного образования закрываются рано, и как бы молодежи, подросткам идти некуда, кроме как теплых остановок. Поэтому вот такой вопрос, И уже по другой теме можно или попозже? Задавайте сразу второй вопрос. Да, второй вопрос – это как идет ход социальной газификации в Якутске. И третий, тогда сразу вопрос опытом. Как идет работа, связанная с водозабором Звездного? Как дела вообще в Звездном сегодня? Спасибо. По теплым остановкам. На данный момент у нас чисто городских, которые город сам построил, 46 теплых остановок мы построили. Мы продолжим обязательно строительство теплых остановок. Чем больше теплых остановок мы строим, тем больше желающих, чтобы теплые остановки появились в других локациях. Это естественно. В теплой остановке стоять комфортно.
Другой вопрос эксплуатационный. Сегодня мы столкнулись с тем, что действительно есть иррациональное поведение во многих ситуациях, которые необъяснимо. К сожалению, вот просто это печально, то, что так происходит, но тем не менее мы для себя поставили задачу, что в кратчайшие сроки мы должны решать эту ситуацию. Разбили окно, ладно, давайте пока заколотим фанерой, но остановка должна быть. У нас специально закреплено предприятие Центр управления общественными пространствами, которое 2 раза... Я же говорил, помощь. Только что на пресс-конференции мэрии Якутска Евгения Григорьева треснула стена. А кто подрядчик в этой школе? Это вот 29-я школа сегодня, 18 декабря. Во время пресс-конференции. Станции Городецкий где? А зачем? Надышали вот она и прогнула. Здание новое, и какие-то усадки, это вещи, которые происходят в ходе освоения здания, устаканивания его, поэтому здесь все это исправит строитель. Да нет, куда оно рухнет, оно же полностью в сопровождении строительного надзора УБСЖ, технадзора. Здание, любое новое здание, оно всегда дает какую-то усадку. Здесь большая работа была проведена при строительстве этого здания по выморозке фундамента. Здесь была очень сложная ситуация с тем, что была оттайка большая. Вот, для понимания, как это здание строилось, ничего страшного, но такие усадки, они происходят во многих зданиях, исправят строительство. Что это за кабинет? Со школы кто-нибудь есть? Что ты так переживаешь? Все уже сказали. Давай дальше. Кабинет как называется? Красная звукоизоляция какая-то. С этим вернемся к вопросу. Да. Теплые остановки мы продолжим строить в обязательном порядке. Количество теплых остановок будет увеличиваться. По наказанию тех, кто их разрушает, мы взаимодействуем с межмуниципальным управлением МВД, чтобы неукоснительно добиваться наказания тех, кто акты вандализма проводит. В социальной газификации мы идем с опережающими темпами. За 2 года мы практически план перевыполнили в 2 раза. То есть у нас в 2 раза больше людей смогли улучшить свои условия проживания благодаря программе, которую запустил президент страны Владимир Владимирович Путин. По Звездному. У нас в микрорайоне Звездный сегодня, значит, все работы по обеспечению водоснабжения, водоотведения, значит, выполнены. Запущена также новая котельная, она находится сейчас в пусконаладочном режиме и постепенно будет подключаться квартал А, квартал С к новой котельной. По строительству улично-дорожной сети квартал А обеспечен улично-дорожной сетью, квартал С идет подключение к строительству новой дороги и подключение его к общей улично-дорожной сети. Уже сегодня по кварталу С мы запустили автобусы, и произведем асфальтирование в следующем году. Так, первый вопрос. По поводу мастер-плана, Евгений Николаевич, в следующем году какие общественные пространства будут сделаны, сданы в следующем году? И особенно интересует вот по поводу аквапарка, мы говорили в прошлом году, мы говорили о новом старом городе. Вот. И второй вопрос. До каких пор работники мэрии будут отказываться от новогодних корпоративов? Сегодня я не вижу ничего страшного, что общих корпоративов не проходит, не время. На следующий год по общественным пространствам мы, значит, приурочим проведение 80-летия Победы. Парк Победы, но он в мастер-плане не указан, мы его сделаем за счет города Якутска. Завершим его. Основные контуры его будут завершены. Значит, у нас будет установка памятника Федору Кузьмичу Попову. Будет проведена благоустройство территории рядом с парком Победы Тексель, которая победила в голосовании формирования современной городской среды. Мы также проведем работу по
по линии подготовки к 80-летию Победы практически во всех стеллах, памятниках, которые связаны так или иначе с победой в Великой Отечественной войне. В разные годы они устанавливались. Вот, в принципе, это то, что связано с 80-летием Победы, а по линии благоустройства, по мастер-плану мы уже сегодня подписали договор комплексного развития территории по территории Старого Залога, Залог-2. Оператором определили агентство по развитию территории, это наше муниципальное предприятие. Они с учетом всех вводных данных ключевой ставки и прочего должны как можно быстрее начать эту работу. Так, Будет сдан, да, в следующем году? Объект, да? Какой объект? Ну, старый, Старый город? Да. Нет, это же объект, это не один объект, это целый квартал. Вот поэтому я спрашиваю. Да, он должен быть сделан до 2030 года. В 2030 году он будет сделан. Что именно в следующем году? Ну, я думаю, мы начнем с инженерных сетей. Будет прокладка инженерных сетей. Уже сейчас старый город 2 зал не имеет центральной канализации, центрального водоснабжения. Все эти частные дома, которые стоят, нужно же переделать сначала эту систему и уже начать потом с дорог и самого строительства этого. По парку. Значит, по парку мы сегодня в этом году запустили аэротренажер. И сегодня уже есть поток людей, которые ходят в парк круглый год, не только ходить. Раньше в парке были только те люди, которые зимой, спортивная ходьба в основном. Сейчас определенное количество людей, молодежи в основном, ходят на аэротренажере тренироваться, это уже хорошо. Мы для себя ставим задачу за аэротренажером, там, где раньше была дискотека, там стоит недострой. Вот на месте этого недостроя планируем строить аквапарк. Эта идея есть, мы сейчас находимся в активной фазе продвижения проекта на уровне Министерства по развитию Дальнего Востока для привлечения дальневосточной концессии. От идеи не отказались, по ней двигаемся. То есть, крупные проекты по благоустройству. Всех приветствую. Демежинский, КТ-24. Евгений Николаевич, такой вопрос. Вы отметили важность экспертной оценки при городском планировании. И на 5-м Северном форуме форум открывал выступление декана автодорожного факультета СУФУ, где он сказал, что когда мы достроим Ленский мост, то для Якутска это может обернуться неким транспортным коллапсом, как он заявил, потому что увеличится грузопоток, который так большой на проспект Михаила Николаева, на Чернышевского, и те 30% транзитных грузов, всех проходящих через Якутск, еще больше будут нагружать наши дороги и, соответственно, уничтожать их, раздолбывать. И такой вопрос, соответственно, как Якутск, город, планирует отвечать на поток машин, который увеличится после строительства Ленского моста? Как предполагает, опять же, эксперт? В целом, сегодня и без Ленского моста у нас перегруженность дорог большетоннажной техникой более чем надо. Мы должны обеспечить соблюдение всех требований дорожных знаков для всей техники крупнотоннажной, которая ездит. У нас, к сожалению, зачастую самосвалы. Очень много ездят там, где не должны ездить. Вот для того, чтобы обеспечить неукоснительное исполнение этого, мы в следующем году дополнительно к тем средствам, которые выделяет Управление дорог Республики по установке камер ЦАФАПа, мы с города Якутска предусмотрели порядка 20 миллионов рублей для того, чтобы купить эти камеры, установить и передать Управлению дорог. В первую очередь для того, чтобы бороться с большегрузной техникой. Она должна ездить в объезд. А зачастую они ездят так, как им хочется. На всех нарушений порты ГИБДД выехать не могут, поэтому будем делать так. Второе, что мы для себя ставим, я поставил задачу, чтобы мы проработали в течение 2025 года и по возможности уже начали работу по установке дополнительных весовых пунктов взвеса крупнотоннажной техники, чтобы она меньше ездила с перегрузом на территории города Якутска. Это обеспечит сохранность дорог. Что касаемо в целом Ленского моста, то у нас по мастер-плану и
по концепции развития города Якутска мы должны обеспечить при строительстве Ленского моста объездную дорогу, которая будет связывать Покровский тракт с Вилюйским трактом. То есть сейчас в проекте это в районе Владимировки поднимается и уходит вдоль над городом к Вилюйскому тракту. И тогда, в принципе, весь транспортный поток, который будет идти в сторону Мирного, Ленска, он будет уходить, минуя город Якутск. Вот это должны обязательно сделать. А по самому городу, по разгрузке его, чтобы не заезжала крупнотоннажная техника, при строительстве Ленского моста у нас уже определено 50 гектаров земли, на которых мы должны построить логистический центр. По-простому объяснить, приезжает фура, разгружается в этих складах, далее уже в город заезжает 5-10-тонные машины. Спасибо. Николаевич, как вы относитесь к садово-огородническому товариществу СОТам? Я целый год наблюдал, как мэрия с этим разбирается. Если Сатал, понятно, что там мэрия на самом деле ошиблась при генеральном плане. По федеральному закону СМТ это товарищество, и разбираться с землей, строить там сады и так далее, оказывается, запрещено. И на сегодняшний день суды отказывают мэрии города Якутска о сносе незаконных построек, которые на участках. Уже есть этот прецедент. Вопрос один, какой выход из данной ситуации? И второй вопрос. Вы обещали в прошлом году нам рассказать о площади нашего президента Николая в районе автовокзала, насколько помню. Планы эти остались? По Саталу я не считаю, что здесь мэрия где-то ошиблась. Давайте объясню следующим образом. Вот смотрите, Сатал имеет две очереди, скажем так. Первые 8 кварталов, которые находятся в категории ИЖС. Под них были определены земельные участки для строительства объектов социальной инфраструктуры. Однако, эти земельные участки по решению управления Саталом были переданы третьим лицам. И сегодня на них находятся объекты, которые они продали людям. То есть это уже вопрос, который сегодня находится под следствием. Это раз. Поэтому в первых 8 кварталах нет обеспеченности детей объектами социальной инфраструктуры, поскольку были такие действия. Теперь вторая очередь, скажем так, все, что ниже 9 квартала. 9, 10, 11 молодежные квартала. В этих кварталах была проведена работа по изменению генерального плана. Далее, значит, это было сделано, поскольку люди по факту там уже начали строиться сезон. Значит, для того, чтобы привести в соответствие эти земельные участки, люди, которые построились, а по сути дела купили у Сатала эти земельные участки, что опять вопрос, как Сатал мог продать земельный участок, который не является его собственностью. Мы исходим только из интересов обычных людей. Вот для того, чтобы привести их в соответствие, сегодня действующее законодательство позволяет узаконить эти объекты только по решению суда. И вопрос, почему администрация здесь проигрывает, а она делает это для того, чтобы люди могли узаконить свои объекты. Вот не надо просто переиначивать. Здесь мы действуем в интересах граждан, которые построились и попали в заложники в такую ситуацию, по которому сейчас возбуждены уголовные дела. Где не переиначиваю, суд-то не я подаю, а мэрия. Но это делается для того, чтобы человек мог этим иском, который податься, получить ответ, что сносить нельзя. Дальше надо легализовать. Это делается так, это общее правило. Это везде так. Другого способа легализовать этот дом нету. Так гласит 222 статья Гражданского кодекса. Мы не настаиваем вот в этом вопросе, мы идем лишь для того, чтобы легализовать существующие дома людей, понимая, в какой они ситуации. Они попали под действие, которое сейчас квалифицировано как уголовная статья. По площади Михаила Ефимовича Николаева, место расположения памятника. Место определено, это будет начало проспекта Михаила Ефимовича Николаева напротив арктического центра, получается, где сейчас прилегающая территория к ипподрому. Евгений Николаевич, хотелось бы услышать вашу точку зрения по поводу отмены прямых выборов. В частности, наблюдаем все-таки
взятый старт или фальстарт, шевеление в политическом поле вокруг должности мэра. Как вы к этому относитесь? И второй вопрос. Вы вообще обращаетесь к кому-либо за благословением, за, ну, не знаю, очищением, может быть, богам, духам, родным или кому-то там из ДП-1? Ну, потому что то, что сегодня произошло, это постараться. В прошлом году итоговая конференция была у вас в депо, а вот нынешняя пресс-конференция начинается как раз, ну, вот с каких-то моментов, ошибок этой транспортной реформы. Спасибо. Ну и желаю вам удачи, и хочу лично поблагодарить, есть чем сравнивать, что вы все-таки каким-то образом, ну, понимаем, каким-то решили собачий вопрос в центре Якутска, по крайней мере, потому что реально есть чем сравнивать. Сегодня, ну, как вы все прекрасно знаете, в этом вопросе 4 города осталось. 4 города по России осталось, где у нас прямые выборы. Абакан, Анадырь, Хабаровск и мы, город Якутск. Остальные города, столичные субъектов Российской Федерации избирают своих градоначальников решениями конкурсных комиссий и утверждают городскими думами. Этот способ определен, ну, как один из возможных по закону, по федеральному закону. Поэтому здесь определение способа избрания – это полномочия, во-первых, депутатов Госсобрания Алтумена, а далее, если они примут такое решение в законе республики, то далее вопрос к депутатам Якутской городской думы по изменению устава. Форма такая, она реализуется во всех практически крупных городах. Вот часто городу Якутску, мне как мэру говорят, надо брать пример с Казани, с Краснодара, с Сочи, Уфы. Вот во всех этих городах мэры, допустим, не избираются прямыми выборами. Поэтому в моем личном понимании, с точки зрения функционирования города, развития его, форма, по которой избрали градоначальника, не является самым главным, основополагающим фактором. Наиболее важным фактором является интеграция городских властей с региональными властями и федеральными властями для того, чтобы участвовать во всех возможных национальных проектах и дополнительных инструментах привлечения инвестиций в город, в котором вы работаете. И здесь это никак не коррелируется с тем способом, как был избран мэр. На прямых выборах или на выборах с помощью депутатов Гордума. У нас в 2022 году, когда прошли выборы изменения в Конституцию, вся страна определилась, в том числе и город Якутск, с тем, что в 2020 году, прошу прощения, определилось то, что изменения в Конституцию будут интегрированы в единая публичная ветвь власти. Закон был принят в первом чтении, и в этом направлении у нас движется вся система государственного управления. Поэтому здесь я не вижу ничего такого критичного с точки зрения отмены прямых выборов и перехода на избрание депутатами городской думы. Не считаю, что мэр, который будет избран там депутатами городской думы, будет терять какую-то связь с населением. Этого не отменяет. Все равно остается норма федеральных законов 131-го, все равно останутся ответственность перед жителями в виде отчетов, в виде встреч постоянных с населением. Ну, вот если по себе судить, я в год порядка 100 встреч с населением прохожу, и в форме отчета, который начнется в январе, ну и по всем проблемным вопросам, начиная от дворов, заканчивая там вопросами газа, я постоянно с людьми, конкретно, чтобы услышать их и спросить, чтобы они меня могли спросить за интересующих вопросов. Теперь, возвращаясь к вопросу, кому-то хожу я очищаться или нет, нет, я этого не делаю. Не отчитываться. Очищаться. Я говорю, Людей недругов у вас хватает. Очищаться не хожу. А талисман носите? Талисман. Нету. А я в самолете Якутск-Санкт-Петербург познакомилась со школьницей, которая подготовила научную работу для конференции «Шаг в будущее» по поводу того, чтобы в городском парке города Якутска появились надписи на якутском языке. Что нужно сделать для того, чтобы это реализовать? Чтобы это был не просто парк, а парк города Якутска. Просто сделаем. Нет, пока до этого не дошли, кажется. Сейчас да, вот я тоже удивилась, что там вообще ничего нет. Об этом только сейчас понял, но
Вы же молодец в этом направлении. Да, я свою тему буду. Мы сделаем, я услышал. Хорошо, спасибо. Глава города Якутска вслед за министром молодежи, некоторыми главами Слегов и Улусов собирается в зону СВО. Я очень хотела бы, чтобы вы этот слух развеяли. На СВО, это очень личная тема, близкие друзья мои, братья мои находятся там. Я, если так вот сказать, 2 последних отпуска своих там провел, не афиширую это, да? Вы не знаете об этом, вы не видели. Для меня эта тема личная. Вот, на СВО я 100% поддерживаю СВО. Всех ребят, которые там находятся, я считаю лучшими людьми в нашем окружении. Вот это без исключения. У меня работа подразумевала дачу присяги. В момент, когда я вступал в должность. Я присягал жителям города Якутска, что буду выполнять работы, связанные с исполнением функциями главы города Якутска. И понимая, какой у нас непростой город с точки зрения климатических вызовов и прочее, мы практически круглый год находимся в нескольких режимах повышенной готовности. Иногда граничащих с ЧП. Не дай бог, там где-то сейчас что-то заморозится. Поэтому я не имею права там надолго отлучиться от города Якутска. Я и не уезжаю никогда дольше, чем на 2 недели. Это невозможно представить, будучи мэром, чтобы ты мог уехать там, на 15 дней хотя бы далеко с города Якутска. Поэтому в формате на полгода уехать на СВО у меня, к сожалению, такой возможности нет. А так, те ребята, которые принимают в этом участие, искреннее уважение и правильно поступают. Спасибо. Я хотела спросить про несанкционированный пляж в 203-м микрорайоне. С каждым годом там количество купающихся увеличивается, и следующим летом их будет еще больше, чем прошлым летом, да? И, соответственно, с каждым годом количество несчастных случаев там тоже будет расти. Может, пора его уже сделать санкционированным, отсыпать ямы? Там. Мы в этом направлении и двигаемся. Сегодня мы вот ту часть, которая официально пляж, мы ее изменили. Следующим летом вы ее, надеюсь, приятно будете удивлены. Мы постарались, чтобы она стала более комфортной, современной. И понятно, что в дальнейшем мы будем идти до 203-го микрорайона. Так оно и будет. Надо сделать туда еще намыв песка, надо обеспечить туда работы таким образом, чтобы линия пляжа продолжалась, грубо говоря, от парусов, может быть, даже до станции намыва и до самой набережной Романа Михайловича Дмитриева. Более того, мы сегодня расширили территорию пляжа, практически идем вплотную до лодочной станции. Вот эта часть, если ехать по набережной, снизу как бы дикий пляж получился. Мы вот эту часть тоже сделаем городским пляжем. Ее будем тоже уводить, там благоустраивать, чтобы она была тоже санкционированным пляжем, чтобы обеспечивался режим безопасности, были спасатели, чоповцы, чтобы не допускали туда пьяных людей и так дальше. В целом хотелось бы, чтобы мы территорию вокруг Хатыстаха сделали в целом благоустройство, малый Хатыстах. Потому что и вдоль 203-го микрорайона, по сути дела, мало. Хотелось бы поработать над тем, что вот мы сейчас провели работу в сторону намыва, чтобы подушки начали ездить, по сути дела, с 204-го микрорайона. Вот таким же образом нам нужно подумать о обеспечении безопасности на воде с лодками, которые проезжают, если выезжают на протоку и клени вдоль парусов. И там у нас люди купаются на сарбордах и прочих. Вот над этим надо подумать. Мы должны будем это сделать. Может быть, имеет смысл лодочную станцию перенести на ту сторону напротив речного порта, который сейчас существует. И всю вот эту вот гавань сделать круговым пляжем. Мы над этим работаем. Но первый этап мы завершили, сейчас будем идти к 203-му микрорайону. В один день все сделать не получится, к сожалению. Вы мне вчера буквально сказали, что 70% города уже освещены, скажем так, да? В пригородах ведь не так. Дачи расстраиваются, новые микрорайоны появляются. Про интернет вообще молчу. Какие планы в этом направлении? И второй предновогодний традиционный вопрос. Кому вы приготовили или будете готовить подарки к Новому году? И как вы будете его встречать? Про развитие инфраструктуры
здесь абсолютно с вами согласен. Наиболее острая нехватка, дефицит в объектах у нас в первую очередь социальная инфраструктура, места в школах, в детских садах. Далее у нас значит, проблема с обеспечением быстро растущего населения всем необходимым с точки зрения асфальтированных дорог. Все переезжают в город и сразу хотят асфальтировать, в том числе в частном секторе. Но здесь нужно понимать, что у нас в городе Якутске на данный момент порядка 50 тысяч домохозяйств в формате ИЖС люди проживают. Во все эти адреса протянуть асфальтированную дорогу – это крайне дорого и в ближайшее время сделать не получится. Однако провести освещение во все эти адреса мы планируем до 2027 года. Вот мы должны в следующем году заключить дальневосточную концессию и по ней в течение 2 лет провести работы по уличному освещению. По интернету. Значит, у нас на самом деле за последние 2 года колоссальный скачок. У нас практически полностью протянут интернет в Сартале, в Мархе. Значит, у нас практически охвачены полностью интернетом Хатасы, Табага, значит, и микрорайон Тускул сейчас работа ведется. Поэтому остались отдельные анклавы, которые обязательно будут затронуты покрытием интернет-оптоволокна. Я думаю, эта задача будет решена в течение года-2 максимум. Скорее всего, даже в течение следующего года. Сегодня все крупные операторы нас поддержали по проведению оптоволокна в местах, где проживают люди в частном секторе. По обеспечению, опять же, быстрорастущего города автобусным сообщением. Одна из причин, по которой мы это сделали, это новые районы, в которых не было автобусного сообщения. Куда надо было заходить? Тут тоже вопрос обеспечения инфраструктуры. Апрель, да, Новом годе. Новый год, как всегда, планирую встретить в кругу детей, родителей своих и семьи. Надеюсь, сам Новый год 12 часов я встречу, как обычно, на горе. Да? А куда? Это самое лучшее место. Все мечты сбываются. Как вы оцениваете ситуацию с собаками бродячими в Якутске? Трагический случай Сардана Слепцова – это непроходящая рана, которая останется у нас в сердцах навсегда. Да? Это ситуация, которая произошла в 2021 году, она, к сожалению, не за один день возникла. Это сложная история была с количеством собак, которые были на территории города. Проводится титаническая работа. На самом деле не было ни одного дня с того момента, чтобы у нас не было штаба. Во все выходные. 31 декабря, 1 января у нас будет работать штаб по обеспечению отлова безнадзорных собак на территории города Якутска. Через 45 минут начинается штаб. Да, на данный момент вчера у нас 2338 собак было за год отловлено. Количество падает. Если раньше было до 4000 доходило, то сейчас их меньше становится. Значит, все собаки доставляются в приют, а далее уже процедура ОСВ, стерилизация, агрессивные не выпускаются, кого-то забирают в новый дом, а кто-то остается там на всю жизнь. Да? Ситуация собак, мое личное мнение, вообще ни одной собаки на улице не должно быть без надзора. Не должно быть ни одной собаки на самовыгуле. К сожалению, посмотреть по статистике укусов, больше половины укусов это собаки хозяйские, которые зачастую находятся на самовыгуле. Вот люди так привыкли, что у них собака гуляет. У нас почти каждую неделю более 10 человек приходят, забирают своих собак с приюта. Есть люди, которые по несколько раз забирают собак. И поэтому мы за ужесточение наказания административного за самовыгул вашей собаки. Это потенциально, как показывает практика, они наиболее агрессивны, нежели бродячие собаки. Вот. Теперь, что касается отдельного вида бродячих собак, которые у нас, слава богу, по городу вроде их не осталось, но это, я считаю, уже дикие собаки, которые не имеют никакого отношения к собакам, которые выросли с людьми. Это собаки во втором, в третьем поколении, которые от бродячих собак. Они, как правило, если посмотреть, то в районах, да, как происходит, они
значит, проживают не в самом населенном пункте, а в лесах в окраинах. Практически большую угрозу для сельскохозяйственных животных, для живности, которая в лесу. Поэтому по таким собакам, я считаю, необходимо отдельный вид закона, для того, чтобы было определено по закону, дикое это животное, опасное или не опасное. Потому что я не считаю, что эти собаки имеют что-то общее с человеком. Они с человеком никогда не жили. А по городу Якутску только упорным трудом, только титанической мобилизацией всех, кто могут в этом работать, начиная от муниципальных дворников, заканчивая работниками непрофильных, которые к этому отношения имеют. В штабном режиме мы ведем эту работу. Вот, надеюсь, все будет нормально. Спасибо. Евгений Николаевич, а Бурматов приезжал в октябре, вы с ним не встречались? Нет. А то надо было фук слева. Меня приглашали на круглый стол, организованный государственной линией. Я туда сходил и высказал все свои аргументы, которые необходимо учесть. Ну, например, нужно ответить честно на вопрос. Вот мы производим процедуру ОСВВ и выпускаем собаку обратно. Вакцинировали ее и выпускаем, и по закону нельзя собаку с биркой второй раз отлавливать. Я вам как опытный собачник скажу, что вакцинация это периодический процесс. Раз в год надо проводить вакцинацию. Что делать с собакой, которую мы уже выпустили? Она перестает быть через год вакцинирована. И никто не отменял те болезни, которые общие могут быть и для собаки, и для людей. Вот на этот вопрос мне не ответили, но второй раз меня уже туда не приглашали. Я вот когда вот еще на выборах, да, Евгений Николаевич говорил, что важнейший вопрос экологии – это город без пыли, да, программа. Но одна из частей ее – это очищение городского канала. Вот что делается, что намечено в этом плане? Мастер-план, вот, кстати, это попало, да, эта строка или нет? У нас в мастер-плане мероприятие, сейчас сформулирую, как мероприятие называется «Оздоровление городских озер», и обеспечение проточности городского канала. Что мы собираемся сделать? Вот, я уже говорил, что по сути дела мы обращаемся к тому, что было уже давно сделано. Это обеспечение того, чтобы городской канал был проточным на протяжении всего летнего, осеннего периода. К сожалению, сегодня проточность горканала обеспечивается 2 раза в году. Один раз, когда по Шестакорке вода наполняется в весенний паводок, и второй раз, когда вода накопится в озере Сайсара или Шестакорке, мы шлюз отпускаем. Все. А для того, чтобы это было сделано и у ваших родителей на Хатывыряхе, а также у жителей в Мархе, значит, была обеспечена проточность большого кольца, необходимо, чтобы работала насосная станция и накачивала воду на озера в юге. И они уже естественным горканалом шли бы обратно в реку. Мы будем это делать. В этом году мы уже заказали схему водоотведения, зашли в проектные работы. И я надеюсь, что первый этап мы будем реализовывать уже в 2026 году. И у меня вопрос по поводу заброшенных зданий. У нас есть кафедральный собор, который на реставрации с 2014 года, и у нас есть здание ИТФ, которое тоже планируется у него реставрация, но там не ведутся работы, и если про ИТФ я читала, что там только все на этапе сметы, то мой вопрос, когда мы увидим эти здания, и то есть, как контролируете ли вы эти объекты, и почему они до сих пор в открытом доступе? Объекты, которые находятся на Каландрашвили и на Ярославской улице, они, по идее, огорожены, и открытого доступа к ним не имеется. И не должно иметься. Во-первых, потому что это объекты в аварийном состоянии, раз. Второе, это объекты, которые носят культурное наследие. Просто так их взять, отремонтировать не получится. Какая, значит, ситуация по Троицкому кафедральному собору? Он передан в собственность республики. И вообще это уникальное здание, это самое старое здание каменное на территории города Якутска. И вопрос его восстановления, я думаю, будет точно сделан, просто это очень дорогая история. Была сложность в том, чтобы это
было передано республике. Сейчас республике передали, я думаю, этот вопрос будет решен. Да? Здесь надо проконсультироваться с коллегами из республиканских органов власти. Объект сегодня де юре республиканский. Теперь по Ярославскому. Значит, у нас по восстановлению данного здания основная проблема заключается в том, что необходимо было получать специальные технические условия, поскольку здание находится слишком близко к сетям отопления. Там проходит магистральная сеть. Само здание, по сути дела, спасти нельзя. Надо разобрать его по кирпичику, перенести, заново построить. К сожалению, оно проработало-то и недолго. У него система отопления проходила в полах, и поэтому дала сразу оттайку, и пришло в такое состояние. Вопрос восстановления этого здания я не могу сейчас сказать, когда мы его сделаем, поскольку вопрос выше компетенции города. Оно находится, необходимо решать вместе с коллегами из республиканских и федеральных структур. Поэтому этот вопрос находится периодически в обсуждении. Вопрос является одним из ключевых вопросов, которые курирует Министерство строительства. Но сегодня в отсутствии коллег я не могу сказать точно, в какой год мы это сделаем. Сегодня оно де юре имеет статус того, что не имеет окончательного согласованного решения проекта. Каким образом должно быть восстановление. Теперь по бомбоубежищу. Ответственность по обеспечению безопасности граждан с нас никто не снимал. Поэтому с точки зрения заколачивания или запирания, это задача, которую должны выполнять территориальные органы управления, то есть мы. Но надо сказать, что много любителей полазить, и чтобы ты не заварили, завтра отварили, зашли, сделаем, услышим. Сейчас задачу поставим, еще раз все заколотим, чтобы не было доступа, но у нас молодежь очень любит посещать эти места. Я хотела спросить вот эти заброшенные стройки. На Лермонтова, за Новоникольской церковью стоит вот Заокеановская. В Залаге стоит здание Борисовой, покойной. Это проспект Ленина 54 или 55. 55. Вот с этими зданиями. Что будете делать? Вот они так до конца веков, что ли, будут стоять или что? И насчет 17-й школы. Пристрой будет строиться или нет? Спасибо. Пристрой 17-й школы начнется в следующем году строиться. Проектно-экспертная документация сделана, все пройдено, в следующий год начинаем строить. По Ленина 55. Значит, мы кооператив, жилищно-строительный кооператив строим вместе, у них инициативная группа. Все усложняется одной простой вещью. В свое время им была выплачена компенсация с отпаления Министерства строительства Республики как проблемному объекту. Однако право собственности не было погашено, но у кого-то погашено, у кого-то нет. Сегодня что де юре? Сегодня есть объект, два объекта. Один дом стоит прямо на первой линии, и за ним стоят вторая линия недостроенных объектов. Мы хотим что сделать? Мы хотим сделать сегодня в рамках закона комплексное развитие территории, чтобы она охватывала, первое, вот это строение недостроенное с смежным земельным участком, либо с любым другим земельным участком, который находится на территории города, с одной логики. Найти застройщика, который застроит этот дом, сделать этот объект нежилым, потому что он не может быть по современным требованиям жилым домом, а сделать его административным. Например, запустить в нем какие-то общественно значимые услуги. МФЦ может быть запустить, может быть сделать его как объектом дополнительного досуга для старшего поколения и так дальше. Посмотрим. А в свою очередь застройщик мог бы на пустом участке построить новый дом и расселить в нем тех людей, которые там живут, либо выкупить у них, и заработать за счет этого средства, которые он потратит на достройку этого дома. Такую позицию я обсуждал и согласовывал с прокуратурой, с надзорными органами, чтобы в соответствии с законом довести этот вопрос до конца.
потому что жалко сносить объект, лучше его достроить, чтобы он приносил блага для общества. Теперь, что касается проблемного объекта Саакяна на Лермонтова. Мы посчитали примерно по сносу. Вот, чтобы снести этот объект, необходимо несколько десятков миллионов рублей. Ближе к 70 миллионам рублей только для того, чтобы его в ноль сравнять с землей. Вот это по самым скромным оценкам, так сказали мне. Ну, я склонен верить к этому, потому что такого объема сноса еще на территории города не было. Я не знаю, какие сложности могут там возникнуть. Исходя из этого, что сегодня де юре? Объект самострой не имеет разрешения на строительство, имеет сложности с землей. Часть земли, на которой находится объект, городская, часть принадлежит застройщику. Поэтому мы, значит, видим, что вот сейчас от застройщика поступило предложение. Давайте мы посчитаем, сколько подобные объекты по площади затрагивают под пятном застройки и какую нагрузку на себя берут застройщики, чтобы получить такие земельные участки. За аналогию взяли проект, который реализуется Сахатранснефтегазом на перекрестке Петра Алексеева и Лермонтова напротив Вавилона. Там застройщик расселил 4 многоквартирных дома, порядка 50 квартир. Вот мы говорим, если вы 50 квартир в построенном доме дадите для нуждающихся, для города, по программе переселения, для погорельцев и так дальше, тогда можно рассматривать этот вопрос. Опять же, этот вопрос мы обсуждаем и показываем при условии наличия прокуратуры, чтобы подтвердить законность, ну и чтобы соблюсти интересы самых незащищенных слоев населения. Поэтому в этом направлении сейчас посмотрим. Если будут учтены те условия, которые мы выдвигаем, то в соответствии с законом, может быть, будет заключено какое-то соглашение, по которому объект будет достроен, и муниципалитету будут переданы жилые помещения для того, чтобы передать их для социально незащищенных слоев населения. У кого еще остались вопросы? Можно еще Ленина 27 буквально коротко, когда мы сдвинемся там место. Как в прокуратуре прямо, да, вопросы? По пустырю на Ленина 27, здесь же имеется уже застройщик, обладатель земельного участка, АЭП «Капитал». Сегодня застройщик выступает с инициативой строительства там гостиничного комплекса 4 звезды. Вопрос сегодня является предметом обсуждения архитектурного облика на градостроительном совете. То есть экономика проекта для застройщика вынуждает взять этажность высокую, а у градостроительного совета там свои предметы для обсуждения. Поэтому пока градсовет не прошли, и, соответственно, не выносили конкретно проект для обсуждения. Но земля находится у застройщика план там построить гостиницу. Евгений Николаевич, вот, сейчас нынче у нас погода очень удивляет, прямо, да, приятно удивляет, но Сахалы-Такабри есть бельях полуделья, а там же может, в любом случае, наверное, январь-февраль будут такие холодные. Вот и как вообще вот новогодние праздники? Мы уйдем в режим повышенной готовности перед новогодними праздниками. Если для горожан новогодние праздники – это отдых, то для нас это усиление. Мы перейдем в режим круглосуточного соблюдения всех режимных объектов под усиленным контролем. Перейдем на дежурство руководства города круглосуточный режим. Я подпишу распоряжение о том, чтобы мои заместители и я в круглосуточном режиме находились на связи и на территории города Якутска по графику. Поэтому скорость принятия управленческих решений в случае наступления внештатной ситуации будет быстрой. Надеюсь, ничего такого не произойдет, но, как говорится, рассчитывая на лучшее, готовься к худшему. Поэтому мы в любом случае переходим на режим повышенной готовности со всеми вытекающими. Готовы все наши службы будут. Будем надеяться на лучшее. И по юбилею Победы. По юбилею Победы это основная наша задача
с точки зрения культурных мероприятий и так дальше в следующем году. Организационный план организационных мероприятий уже подписан. Мы движемся по утвержденному нашему плану, который согласован и вписан в орган мероприятий республиканского комитета. Традиционно пройдут все мероприятия 9 мая. Восстановим в этом году забег по площади, по проспекту Ленина, который проводился еще с советских времен. Ну и будем проводить мероприятия. Надеюсь, значит, все будет вовремя сделано, и скульптор успеет памятник Федору Кузьмичу Попову 9 мая откроем. И 9 мая у нас будет открытие триптиха, который мы сделали, и приуроченный к присвоению городу звания города трудовой доблести. Вокруг идеи, значит, вклада не только участников Великой Отечественной войны, ветеранов войны, но и ветеранов тыла, тружеников, детей войны. Мы будем, значит, эту тему развивать. И вот по городу в парке, что вот какие последние новости? По кому? Город в парке, вот новый микрорайон, вот 12-16 должны новые. Ну, по городу в парке проект прошел согласование на градостроительном совете республики, значит, и получил согласование у управления архитектуры республики. Далее он поступил в окружную администрацию, но у нас пока возникли ряд вопросов юридического характера с точки зрения закрепления обязанностей первоочередного строительства детского сада. То есть там вопрос в чем? Архитекторы посмотрели, совет архитекторов, меня в нем нет, сказали, что территорию частная территория не затрагивает ни 1 квадратного метра от территории парка, соответственно, можно, они сказали. Но меня интересует вопрос как юриста в том, чтобы обеспечить интересы города с точки зрения первоочередного строительства за счет застройщика детского сада, который он там должен сделать. Сейчас находимся на стадии деловой переписки, внесения изменений и защиты интересов города. А вот там еще ДШИ же хотели построить, по нему что? Вообще по территории, которая там прилегает, там строительство должно быть школы, детская школа искусств, ДЮСШ и детского сада. А если застройщик не захочет выполнять эти обязательства, город может в любой момент отказаться и расторгнуть договор? Ну вот как раз к этому и я сейчас поставил задачу юристам, чтобы взяли практику лучшую в России, и чтобы юридически была ответственность не только на предприятии, но и субсидиарная на учредителях, что в первую очередь вы должны обеспечить социальную инфраструктуру. Дальше хочется узнать, да, вот как вы взаимодействуете с застройщиками? Вот дома у нас строят произвольно, мне кажется. У нас есть крупные дома с квартирами-пиццами, дома параллелепипеды, трапеции. Очень неудобно это для жителей на самом деле. Вот то, что в Залоге дальше строится, это все. Разные формы дома есть. Вот почему с этим работа не ведется? Потому что там квартиры, планировки комнат очень неудобные. Может ли мэрия на них воздействовать? Так, здесь мэрия может работать только на основании градостроительного кодекса, как и все органы власти. Градостроительным кодексом в этом году внесено очень важная часть, это согласование архитектурного облика АХО. До этого такая функция была исключена. И поэтому какой формы здания будет строиться, застройщик решал сам. В этом году уже согласование внешнего вида здания обязательно через орган местного самоуправления. Соответственно, градостроительный совет, архитекторы вносят свои корректировки в проекты, которые предлагают застройщики. Это делается. Теперь по планировкам. У нас с точки зрения планировок есть обязательные требования, которые определены в СНИПах по минимальной площади, по обязательным требованиям к инженерным сетям, но вид планировки, где какая комната будет, это право застройщика.